В Армении на защиту демонстрантов поднялись общественные деятели, служители культуры и искусства и депутаты парламента. 24 июня известные стране личности, не согласные с подавлением акций протеста населения со стороны властей, стали живым щитом между полицейскими и демонстрантами. Они требуют президента и руководителей страны внять призывам людей и отменить решение по повышению цен на электроэнергию. Во вторник на рассвете полиция, используя водометы, разогнала сидячий пикет на проспекте Баграмяна в центре Еревана. Спустя 4 дня митингов с участием более 10 тысяч человек. Были задержаны более 200 человек, в том числе журналисты. О том, как обстоят сегодня дела в Ереване, столице Армении, поговорим с коллегой из армянской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Татевик Лазарян. Добрый день, Татевик. Скажите, какова обстановка сегодня в Ереване? Добрый день. Обстановка на данный час спокойная. Ночь тоже прошла спокойно на проспекте Баграмян. Чтобы понять, что такое проспект Баграмян, могу сказать, что там находится президентский дворец, здание парламента и Конституционный суд. То есть это главный такой проспект, где митингующие требуют отмены повышения тарифов на электричество. Ночь прошла спокойно, наверное, благодаря тому, что вот известные деятели культуры, депутаты стали живую цепь между полицейскими и демонстрантами. Призыв был от оппозиционного депутата Никола Пашиняна, и на призыв пришли десятки известных деятелей, представители шоу-бизнесов, артисты и депутаты, а также приехал министр культуры из правящей партии, но его приезд митингующими был встречен нехорошо, не очень доброжелательно. Уважаемые зрители программ «Радио Зоди», напомню, что наши коллеги из армянской службы «Радио Свобода» в режиме онлайн 24 часа демонстрируют живые кадры, а иногда вперемешку или посреди этих живых кадров дают и записи событий последних дней, происходящих на главной площади в Ереване. Могу сказать, что на данный момент живые кадры идут. Вот сейчас вы видите, там митингующие устроили баррикады из мусорных ящиков, между ними какая-то свободная территория, а там уже полицейские закрыли проспект, и не пускают в сторону президентского дворца. Хорошо. Вот все-таки президент, да, мы видим, что к президенту пока не добраться, но есть ли уже какой-то официальный ответ от премьера или спикера парламента на требования протестующих? Нет, пока что официального ответа нет ни от спикера парламента, ни от правительства. Единственное, что вот когда митингующие стояли, от президента пришло предложение встретиться с группой из 5 человек, из митингующих, но на это митингующие не пошли, они сказали, что не могут выбрать среди своих каких-то лидеров, у них нет лидеров, у них нет представителей, и если президенту есть что сказать, он может выйти и с ними пообщаться. Они даже предложили пообщаться в онлайн-режиме, если президент не хочет появляться среди митингующих, поставить экран, наладить связь и вот так вот общаться напрямую с президентом, и чтобы каждый мог свое недовольство, свои требования высказать. Но все-таки вы, как журналист, освещающий эти события, находящийся непосредственно на месте событий, как думаете, есть ли реальные шансы у населения страны добиться удовлетворительных для себя результатов по поводу сложившейся ситуации, по поводу снижения цен на электроэнергию? Вот очень трудно сказать. Чтобы было понятно вообще, какая ситуация, скажу, что это уже
третье повышение цен на электричество за 2 года. И за 2 года цены повысились на 60%. За правления Сержа Сарксяна, президента, цены с 2008 года, да, если привести эту параллель, то цены повысились на 100%. Каковы шансы митингующих, трудно сказать, но такие демонстрации в Армении практически не было. Это вышла молодежь, не политизированная, абсолютно не связанная ни с какой политической партией. У них требования касаются именно социального характера. Социального характера, даже можно сказать антикоррупционного характера, то есть нет грабежу, они требуют, чтобы та ситуация, которая сложилась сейчас в Армении по поводу электрических сетей, была какая-то развязка. Дело в том, что компания, которая подала заявку, и этот комитет государственный, который поднял цены, они причину называют огромные долги атомной электростанции, ГЭСом. Как эти долги сформировались и что с ними сделать, митингующие требуют разъяснить эту ситуацию тоже. То есть это достаточно непрозрачная ситуация? Да, достаточно непрозрачная ситуация, и комитет свое решение основывает на том, что если сейчас не поднять цену, то вся энергетическая система Армении, электрические сети, все это рухнет, потому что есть долги накопленные, и уже система не сможет функционировать, не сможет работать, если не повышать цены. А митингующие требуют, чтобы все-таки нашли какой-то способ не повышать цены, потому что эти долги, непонятно, как они сформировались, и еще были публикации о том, что в компании были очень такие траты, очень завышенные, большие траты. А данная ситуация продемонстрировала, с одной стороны, как вы сейчас тоже это отметили, достаточно непростое положение властей Армении, которые, отдав энергетический рынок страны под контроль российских компаний, практически поставили себя в сложное положение, можно сказать, даже тупиковое положение. Сегодня власти утверждают, что повышение цен является вынужденной мерой. И есть ли какие-то более конструктивные предложения, встречные предложения властям разрешить эту ситуацию? Предложения с каких сторон? Со стороны оппозиции, со стороны каких-то конструктивных... Такие предложения... Звучат предложения, например, национализировать компанию, например, Интеррауэс, которая занимается электрическими сетями Армении. Но это предложение не рассматривается. Сейчас нету таких сведений, что это предложение рассматривается как-то. Конструктивных каких-то предложений больше таких нету. Это один из серьезных кризисных моментов в истории президентства Сержа Сарксяна. Есть ли у него перспективы все-таки разрешить эту ситуацию для себя более мягко, и сохранив власть, и сохранив доверие населения к себе? Трудно сказать, звучат мнения аналитиков, что я могу привести мнение, которые в Армении звучат, что было бы хорошо, если бы он все-таки пошел навстречу митингующим и поговорил с ними, дал какие-то ответы, потому что люди ждут ответов, а ответов никаких нет, только полицейские дубинки 23-го. Да. Ситуация на самом деле кризисная, потому что сейчас, если подорожает
подорожание будет в августе, то население Армении станет на 15%, на 15% Беднее. беднее, на 15, потому что как бы электричество поднимают сейчас на 15%. Мы будем следить за событиями в Армении. Спасибо, что вы ответили на наши вопросы, сидя прямо из Еревана. С нами была моя коллега из армянской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» в городе Ереване Татевик Лазарян. Спасибо.